Крестный ход стартовал возле Свято-Вознесенского храма в местечке Кочпан. Действовавший даже в тяжелые годы репрессий и Великой Отечественной войны, он пользуется особой любовью верующих. Первая остановка – Церковь Вознесения Господня в Керуле. Старейший храм был построен 2 века назад на средства бывшего городского головы Алексея Суханова. Вплоть до 1938 года здесь был погост, на котором были похоронены известные люди Коми-края. Сейчас охраняемое государством место, где раньше было кладбище, пришло в упадок. Мраморные плиты разрушаются, фонари давно разбиты, а сквозь асфальт пробивается растительность. Помолившись в храме, верующие отправились к часовне, возведенной в память о погибших в годы репрессий. С 20-х по 50-е годы прошлого века через лагеря Коми прошли миллионы. Десятки тысяч из них были убиты. В память о них здесь прошел молебен. Памятник шагнувшим бессмертия не так давно установленный возле здания МВД в честь погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел, верующие тоже не обошли вниманием. Оно и понятно, организатор этого крестного хода, отец Александр Никитенко, сам 20 лет отработал милиционером и не понаслышке знает, как эта служба и опасна, и трудна. Он рассказал, что в июне Сыктывкарская мэрия приняла решение переименовать улицу Слободскую в поселке Нижний Чов в честь Олега Мищенко. 25 февраля 1995 года милиционер получил смертельное ранение при зачистке одного из районов Грозного. Он в армии срочную службу проходил в Афганистане. И, получается, служил впоследствии, после окончания пединститута, служил в милиции, в отряде СОБР. И вот так вот судьба сложилась. Вдова Олега Мищенко Светлана тоже участвовала в крестном ходе. Она свято чтит память о своем муже и охотно рассказывает о его подвиге в детворе. Организовывали отряд в 1994 году специальный быстрого реагирования. Вот, и требовались такие ребята, у которых был бы боевой опыт, и плюс еще было бы высшее образование, и плюс были бы они спортсмены. Олег как раз подошел. Пока верующие преодолевали путь в 20 километров, маленькие жители Нижнего Чова не скучали. На территории храма Рождества Христова им подготовили множество развлечений. От волейбола до катания на моторной лодке. После вкусного обеда ребята отправились встречать участников крестного хода. Прошли вместе по поселку, а затем отправились к часовне в честь мучеников, погибших за веру и Отечество, что в долине смерти. Прошлись паломники и по улице имени Олега Мищенко. Вот только новых табличек они здесь не нашли. Завершился день памяти молебном в местной церкви. Пойдешь в крестный ход, выздоравливаешь. Я вот вообще прекратила так болеть. Раньше очень сильно болела, сейчас не так сильно болею. Всегда лучше после крестного хода. И на душе, и в теле тоже лучше. Самочувствие физическое и духовное тоже, душевное. А что дает, что меняется? Укрепляешься, потому что все равно мы маловерные, все время какие-то нас куда-то отвлекают, а здесь укрепляешься крестным ходом. После крестного хода верующих ждала общая трапеза. Уставшие, но довольные путешественники с удовольствием отведали приготовленного прихожанами борща, а самые неутомимые даже искупались в святом источнике неподалеку от храма. Наталья Литкевич, телеканал Юрган, Сыктывкар.